Российские футбольные клубы узнали своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка предварительной стадии турнира состоялась в Женеве. Московский «Локомотив» попал в квартет А вместе с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом». В группе Б сыграют испанский «Реал», украинский «Шахтер», итальянский «Интер» и немецкая «Боруссия Мюнхен-Гладбах. В квартете С выступят португальский «Порту», английский «Манчестер Сити», греческий «Олимпиакос» и французский «Марсель». Английский «Ливерпуль», голландский «Аякс», итальянская «Аталанта» и датский «Мидтьюланд» оспорят путевки в группе Д. Российский «Краснодар» попал в квартет И. Он сыграет с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». Санкт-Петербургский «Зенит» начнет турнир в группе Ф вместе с немецкой «Боруссией Дортмунд», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». Итальянский «Ювентус», испанская «Барселона», украинская «Динамо» и венгерский «Ференцварош» оспорят путевки квартета G. В группе H сыграет французский ПСЖ, английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Лейпциг» и турецкий «Истанбул Башакшехир». Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 20 октября. Польский нападающий немецкой «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА. На награду также претендовали его одноклубник, немецкий вратарь Мануэль Нойер и бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. В минувшем сезоне Левандовский провел 47 матчей, в которых забил 55 голов, в том числе 15 в розыгрыше Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он стал победителем турнира. Также в его активе победы в чемпионате и Кубке Германии. Что касается других номинаций УЕФА, то лучшим вратарем стал Нойер, лучшим полузащитником Де Брюйне, лучшим защитником Йозуа Киммих из Баварии, ну а лучшим тренером рулевой баварцев Ханс-Дитер Флик. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде одержали победу над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5-4. В составе армейцев хэт-триком отметился Павел Карнаухов. Еще 2 шайбы забросил Брейден Лайпсик. У красно-белых взятие ворот провели Максим Цыплаков, Робин Ганцел, Андрей Кутейкин и Лукаш Радил. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу западной конференции, имея в активе 19 очков. «Спартак» идет 9-м, на его счету 9 пунктов. В следующем матче армейцы на своем льду примут омский «Авангард», а спартаковцы в гостях сыграют с хельсинским «Йокеритом». Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у испанца Алехандро Давидович Фокина в матче 3-го круга открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-1, 3-6, 6-1. В следующем круге россиянин встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном. В данный момент Рублев занимает 12-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его активе 5 побед на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Итоги турнира будут подведены 11 октября. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует завершить бой с американцем Джастином Гейджи в 3-м или 4-м раунде. Об этом россиянин сообщил во время онлайн-конференции. Его поединок с Гейджи должен пройти на Бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября. В данный момент на счету 32-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. У 31-летнего Гейджи 22 победы при 2 поражениях. «Я буду бороться с Гейджи, буду боксировать с ним. Если не получится один раз перевести его в борьбу, я сделаю это еще раз. Моя цель – финишировать его в 3-м или 4-м раунде», – сказал Нурмагомедов. Глава Якутии Айсен Николаев присвоил легкоатлетке Сардане Трофимовой звание заслуженного работника физической культуры и спорта республики. Вручение знака состоялось на специальной встрече. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В ходе мероприятия Айсен Сергеевич поздравил спортсменку и ее тренера Татьяну Жиркову с победой на московском марафоне, а также подчеркнул, что республика и впредь будет поддерживать Трофимову в подготовке и участии на соревнованиях. Напомним, в конце сентября якутская бегунья в 3-й раз стала победительницей московского марафона, установив новый рекорд трассы и выполнив олимпийский норматив. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!